Здравствуйте, на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. По 100 тысяч получат 200 лучших механизаторов республики. Интересно будет нынешняя уборка. Очень интересно будет потом посмотреть итоги. С ходом работ на полях, а также реализацией госпрограмм ознакомился сегодня президент Татарстана. Подробности в нашем репортаже. Ужас, мрак и вечные пробки. Каждый день минут 15-20, это в лучшем случае. Что спасет водителя, который выезжает со стороны правого Матюшина у САД жиркомбината? Поток машин оценила Альбина Минибаева. Несвободные кассы. Честно сказать, вот желание пропадает после такого на футбол ходить. Почему возникли очереди на матчи Рубина? И что с этим собираются делать? Выяснял Дмитрий Аринин. Найти спустя 62 года. Спасительного задания он не вернулся. Как возвращают истории и имена. Елена Веселова. Сегодня в свой первый рабочий день после отпуска президент Татарстана работал с тройной нагрузкой. Он отправился с рабочей поездкой на юго-восток республики. Побывал в Нурлате и Лениногорске. Самое время встретиться с аграриями. Сейчас полным ходом идет уборка урожая. И посетить новые объекты. Итоги рабочей поездки в материале Адели Коломиец. Это вас беспокоит Лениногорский городской суд? Работать теперь одно удовольствие, говорят в Лениногорском доме правосудия. Кабинеты просторные, залы отвечают современным требованиям. Все для того, чтобы хорошо работали. Мы всегда говорим, что правосудие – это основа благополучия государства. И для того, чтобы правосудие оно свершилось, нужно создать соответствующие условия. Здесь все условия. Лениногорский суд теперь оборудован системами видеоконференц-связи и аудиопротоколированием. Капремонт сделан на средства из республиканского бюджета. Здание безвозмездно предоставили нефтяники. Сейчас здесь спокойно разместятся 6 федеральных и 4 состава мировых судей. Площадь в 1,5 раза больше прежней. Это здание мы ждали уже давно. Мы находились в очень стесненных условиях. В том прежнем здании коридор был шириной 1 метр, что не позволяло даже пройти участникам процесса. А здесь, как видите, все необходимые условия есть. Как вам здесь работается? В Новоселье сегодня отпраздновали сотрудники Следственного комитета. Здесь прошел ремонт, появились комнаты для допроса, опознания, делопроизводства. Все, что сегодня делается, делается во благо того, чтобы был порядок, была стабильность и верховенство закона. Обновили в Лениногорске сосудистый центр при ЦРБ. В стационаре 30 коек и самое современное оборудование. В республике сейчас 18 подобных центров. Благодаря им смертность от острых нарушений мозгового кровообращения за последние 10 лет снизилась на треть. Для нас очень важно, чтобы до 70% перенесших и выживших с острым нарушением мозгового кровообращения могли сами себя обслуживать. Вот это отделение, этот блок интенсивной терапии, неврологическое отделение, здесь все есть для того, чтобы начать реабилитацию как можно раньше. Двухъярусная смотровая площадка, причал для лодок и катамаранов. Это уже озеро Нижнее. Его благоустроили в рамках года водоохранных зон. А на полях Рустама Минниханова ждали лениногорские механизаторы. Сегодня здесь начали сеять озимую рожь, а уборка урожая в самом разгаре. Есть хозяйства, где с гектара 62 центнера, в среднем по республике 50. Начали активно, молодцы. Урожай есть, работа идет. Фермеры подтягиваются, молодцы. Так держать, отметил аграрный министр. Для принадлежности, а также... Уборка завершится, начнется новый учебный год. Оригинальные сумки для школьников презентовали президенту в Нурлатской гимназии. Здесь Рустам Минниханов неожиданно стал участником акции «Помоги собраться в школу». Не секрет, что жизненный уровень у разных семей разный, но дети должны все достойно быть подготовлены к школе. И поэтому вот такая акция, она очень востребованная, очень нужная. Президент посетил Нурлатский аграрный техникум. В ресурсном центре готовят автомехаников, кондитеров, механиков. Сейчас здесь более 400 учащихся. В этом году в здании прошел капремонт. Адель Коломиец, Фуат Гайсин, Булат Шефигулин, Рушат Залялов, Инсаф Минниханов. ТНВ, Лениногорск, Нурлатский район. Лучшие комбайнеры республики получат по 100 тысяч рублей. Такую премию объявил президент Татарстана. Сейчас на уборке работают 3400 комбайнов. Каждый из них должен быть укомплектован 2 механизаторами. Это одно из условий конкурса. Поощрят 200 работников. На полях уже идет серьезная борьба. На сегодня лидируют Агросила и Агроинвест.
Искали 62 года, а нашли благодаря новостям ТНВ. Родственники Рубиса Валеева, татарстанского военного летчика, пропавшего в 1955 году, сегодня вышли на связь с журналистами. Накануне на нашем канале был сюжет о том, что поисковики Архангельска нашли обломки истребителя МиГ-15. Им управлял пилот из Казани. Ребята просили разыскать родственников погибшего летчика, и мы их нашли. Я увидел сюжет по ТНВ и заплакал. Они уже не надеялись ни на что и перестали искать и верить. Их дядя, летчик-испытатель Рубис Валеев, пропал без вести 62 года назад. В 1955 году он совершал полет близ Архангельска, и на высоте 11 тысяч метров двигатель отказал. Поиски тогда не дали результатов, пилота объявили погибшим. Когда родным пришла весть о его гибели, Шамилю Галееву было всего 3 года. Я безгранично рад, что мой дядя нашелся. Услышав эту новость, всю ночь не мог спать. В голове мысли и мысли, а рано утром позвонил родне, поделился прекрасными вестями. О деталях гибели своего родственника они узнали накануне из нашего сюжета. Поисковики вышли на телеканал с просьбой найти родственников Рубиса Валеева. Обломки его самолета они нашли в июне прошлого года, а вот родственников отыскать тогда не смогли. О нем я только знаю по рассказам своей бабушки Галиевой Дины Накиповны. Вот, она говорила, что он был первоклассным летчиком, истребителем, был на хорошем счету у своего руководства. Пока неизвестно, нашли ли останки самого Рубиса. Его правнучка предполагает, что поисковики смогли найти лишь жетон. По архивам Минобороны пилота искали в море и в болотистой местности. Возможно, он был жив, но найти не смогли. Вот муж Биби Фатымы Накип, который является как раз братом Рубиса Абы. Правнучка пилота несколько лет восстанавливала семейное древо, но так и не смогла найти ответов на главные вопросы. Как погиб ее прадед? Сейчас в их семье 2 военных. Они не пилоты, но знают, что Рубис был первоклассным летчиком. О нем напоминают лишь 3 фотографии в семейном альбоме. После нашего сюжета далекий образ стал ближе. Близкие хотят найти останки летчика и захоронить его на родной земле. Елена Веселова, Эльмира Шеймарданова, Ринат Сафин, ТНВ, Атнинский район. К другим темам. Рекордным в этом сезоне по посещаемости оказался матч Рубина с Локомотивом. Однако аншлаг омрачился ажиотажем у билетных касс. Почему сложилась такая ситуация и будут ли из нее сделаны выводы, выяснял Дмитрий Аринин. Толпа была, там 4 кассы всего работало. Сегодня Ратмир Вахитов пришел к билетным кассам, чтобы заблаговременно купить билеты на игру Рубина, который состоится только через неделю. Час простояли, но все равно неудобство, согласитесь. Это же неправильно. Сколько касс? Вот здесь 15 касс, там еще 20. Матч Рубина с Локомотивом собрал более 14 тысяч зрителей. Но так сложилось, что большинство оставило напоследок покупку билета. В итоге очередь у касс, которые, видимо, тоже не рассчитывали на такой наплыв. Честно сказать, вот желание пропадает после такого на футбол ходить. Не приходишь расслабиться после работы, отдохнуть, а тут приходится стоять 40 минут. Вот. Был Кубок Конфедераций, было совсем другое отношение. Все там досконально просто показывали, что, куда, когда, как пройти. А здесь как бы все сразу испортилось. Представители Казань-арены от каких-либо комментариев воздержались, заявив только, что в день игры обслуживанием болельщиков полностью занимается футбольный клуб «Рубин». В «Рубине» отмечают, билеты на эту игру можно было купить с 1 августа. На это у болельщиков было почти 10 дней. Продавали билеты не только в кассах арены, но и в киосках по городу. Почему же болельщики с этим дотянули до последнего? Вопрос, конечно, им самим. Следующая игра на Казань-арене пройдет 19 августа. Рубин примет Махачкалинский Анжи. Теперь болельщики советуют друг другу купить билеты заранее. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Матч между Рубином и Локомотивом омрачило и трагическое событие. Одному из болельщиков неожиданно стало плохо во время игры. Медики оказали ему экстренную помощь, однако спасти не удалось. Как стало известно, 60-летний мужчина работал в Верховном суде Татарстана. Через минуту после поступления вызова на станцию скорой медицинской помощи была на месте уже бригада скорой помощи, которая совместно с мобильной бригадой Казань-арены транспортировали пострадавшего в скорой медицинской помощи, где уже оказывались необходимые реанимационные мероприятия. Но пострадавший он изначально был в состоянии клинической смерти, были проведены все мероприятия в полном объеме, к сожалению, которые не увенчались успехом.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев и сам футбольный клуб уже выразили соболезнования родным и близким умершего. Прежде всего хотел бы выразить соболезнования болельщику, который скончался. Жуть, мрак и пробки в несколько километров. Жители поселков Усады, Боровой, Матюшино и те, кто выезжает с Казанского жиркомбината, ежедневно оказываются в центре транспортного коллапса. Факторов сразу несколько. Ремонт, узкая дорога и отсутствие светофора. Альбина Минибаева простояла в утреннем заторе и узнала, что может спасти водителей. Не могу до работы добраться. Опаздываю постоянно. Неприятно стоять с утра. Каждое утро? Ну да, я почти. Ой, очень стал. Вообще сил нет, еле как еду. Раннее утро, а водители уже измотанные. Все едут одной дорогой в Казань со стороны поселков Боровое, Матюшино, Усады и Казанского жиркомбината. Ежедневный плотный поток. Меняются лишь причины коллапса. Ремонт дороги бывает, разные курьезные случаи. Мне кажется, что на работу все едут. Утренний час пик приходится на 9-10 часов утра. Для того, чтобы хоть как-то разгрузить этот поток, автомобилисты выезжают на обочину, делают импровизированную дополнительную полосу. Дальше уже выезд в сторону Казани. Пробка порядка километра. Руслан Хакимов как раз возвращается с ночной смены, а тут еще и пробка. Спас бы регулирующий светофор, как на повороте Песчаной Ковали и Мирный. Но мигающий триколор так и не появился. Перекресток Усады поворачиваешь, вот именно там. Самый нужный там перекресток, потому что там постоянно авария. Обязательно нужен светофор на повороте жиркомбинат. Пусть светофор поставит и посмотрим дальше, какая ситуация будет. Дорога ведения Лаишевского района, обслуживает ее главтоддортранс. О проблеме водителей в администрации наслышаны и уже обратились в несколько ведомств. Отправляли запросы и главтоддортранс, который курирует этот участок дороги, и Министерство транспорта дорожного хозяйства Республики Татарстан. Сейчас они должны посчитать, нужен ли этот светофор. Подсчитают, вероятно, лишь после строительства транспортной развязки. Сейчас участок дороги обновляют возле новостроек. На нее и возлагают надежды. Развязкой смогут воспользоваться заезжающие в Усады и выезжающие из жиркомбината. Развязка решит проблемы логистики и проблемы пробок. Поэтому необходимость установки светофора на данном участке дороги, она отпадает сама собой. Тут или расширять дорогу надо, там выше... В одну полосу только входит уже. В полную мощь развязка заработает лишь в 2018 году. Тогда автомобилисты и оценят, насколько спасла их от пробок новая логистика. Альбина Минибаева, Андерсон Тальцев, ТНВ, Лаишевский район. И поработали, и развлеклись. В Нижнекамске пользовательница соцсетей запечатлела любопытную укладку асфальта. Во дворе 8-го дома по улице Вахитова дорожники взялись покатать на своем ручном катке коллег-сантехников. Получилось и придать весомость механизму, и развеяться. Ремонт дороги. Это не для интернета, не беспокойтесь. Ничего страшного. Сантехники развлекаются. Это новости Татарстана, и вот далее в выпуске. В большой семье большие удобства. Дети утром встают тепло, умываются. Как многодетной семье Мазидовых из Алькеевского района вручили ключи от нового дома, увидел Рамиль Шайдолин. Дела амурные теперь решают и в Кремле. Нет акта семейного союза. Прошу ответить вас. Кого на ком женят, узнала Алина Мингалеева. Сохранение сложившихся деловых отношений и дальнейшее сотрудничество обсудил сегодня Рустам Минниханов и чрезвычайный и полномочный посол Швеции в России. В нынешних условиях особенно важно сохранить уже сложившиеся контакты, в том числе деловые, отметил президент Татарстана. Напомним, в Казань Петер Эриксон прибыл еще накануне. Ему уже презентовали промышленный потенциал Татарстана. Богатый урожай ожидает в Татарстане в этом году. Отчасти это совместная заслуга татарстанских ученых и научно-производственного центра «Сервис Агро». С этого года в республике запустили серийное производство нового препарата «Батур». Удобрение сейчас широко используется аграриями. Аграрии довольны работой инновационного препарата «Батур». Поле посеяли рано, всходы были пожелтевшими. После использования проявился озеленяющий эффект и надежда на высокий урожай. Через неделю, 10 дней уже мы результат увидели. Вот на сегодня здесь вот посчитали, биологический урожай здесь около 50
центнеров с гектара. Батур – комплексный препарат для листовой подкормки и для протравливания семян. Он стимулирует работу корневой системы. От этого растения эффективнее используют удобрения, внесенные в почву ранее. Высокий урожай от применения препарата получили не только татарстанцы, но и аграрии других регионов России. Сейчас массовое применение этого препарата в Краснодарском крае, Ростове, Белгород, Воронеж, у наших соседей. Да и вот сегодня мне разительно показывали результаты использования этого препарата и неиспользования этого препарата на яровой пшенице. Очень большая перспектива этого препарата. Производят батур на высокой горе. Там построили новое производство, отвечающее всем современным требованиям. Каждому по комнате. Сегодня в новый дом заехала многодетная семья Мазитовых из Алькеевского района. Своего жилья они не только ждали, о нем мечтал каждый из 8 детей. Свои законные квадратные метры они обрели по президентской программе. Мы продолжаем наш проект в объективе ТНВ «Большая семья». Как мечты стали явью, увидел Рамиль Шайдуллин. А вот где Мазитовы жили раньше, больше 30 лет, у них не было ни туалета, ни ванны, и то, чего так не хватало здесь, появилось совсем рядом. Буквально за 2 месяца напротив возник дом со всеми удобствами и каждому по комнате. Мы желаем вам счастья, спокойствия и уюта. Нет алой ленты, что, впрочем, и не нужно. Главное, заветные ключи, что открывают дверь в просторный новый дом с еще свежей краской, обоями, а главное, полноценным санузлом. Теперь по утрам можно не только в баню. Дети утром встают тепло, умываются, горячая вода есть, туалет есть, ванна есть. Вечером они все на кофе приходят в ванную. Спасибо. Порядок прежде всего. Гузель и Аниса – сестры «Не разлей вода». Вот и комната им досталась 1 на 2. По девичьи усыпана игрушками, совсем не как у брата Ильмира, где все скорее строго: кровать, компьютер и магнитофон. Ильмир в комнате один. В том доме было тесновато там. Мы здесь приходим вместе играть там. Дружные Мазитовы первые, кому досталось жилье по республиканской программе. Ну, у нас 13 многодетных семей. Это в основном многодетные семьи, 3 детей. А самая большая семья – это семья Мазитовых. Когда заработала программа многодетных семей, мы поставили их на учет. И вот с этого времени они уже ждали новый дом. От фундамента под ключ дом Мазитовых подняли за лето. Подрядчик Госжилфонд построил для этой семьи дом. По республике еще 50 многодетных семей получат дома и квартиры. К августу в новое жилье переехали уже 16 семей. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухамедов, ТНВ, Алькеевский район. Лучшие в России татарстанские школьники вернулись с победы со Всероссийской олимпиады по геологии. Наград несколько, как в личных, так и в командных зачетах. Геобарсы привезли в Татарстан 3-е место. Альбина Асылгараева поинтересовалась, легко ли дается гранит науки. Семиклассник Булат Газизулин из Казани к Всероссийской олимпиаде готовился серьезно. Занимался с преподавателями и даже не спал ночами. Результат – завоевал 1-е место в номинации «Нефтяная геология». Были как теоретические, так и практические занятия. К практическим занятиям относились выезды на гидрологию, то есть мы изучали реку, ее характеристику. Командное 3-е место и 2 золота. С таким результатом вернулись в Казань татарстанские школьники с Всероссийской олимпиады по геологии. Всероссийской олимпиадой прошла и международная олимпиада юных геологов. Были представлены команды не только практически половины субъектов Российской Федерации, но и Республики Беларусь, Республика Казахстан, Таджикистан и Казахстан. 35 команд – это 273 школьника приняли участие в Олимпиаде. Как говорят родители призеров, каждый год в заданиях что-то непредсказуемое. Мы готовились очень усердно, начиная с марта месяца. Всякие занятия, которые на базе КФУ проводятся. Также были выездные полевые олимпиады. Как говорят призеры, до победы не хватило совсем малого. Но уже через год они готовы побороться за 1-е место. Альбина Асылгараева, Алина Мингалиева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Ритмично и со светом в Набережных Челнах заработал новый так называемый сухой фонтан. Он сопровождается музыкой и светом. Элемент набережной Тукая был установлен в прошлом году, но фонтан так и не включили. Систему водоотведения не выполнили в полном объеме. Теперь фонтан будут включать по графику. В будни с 3 до 9 вечера, а в выходные с полудня до 9. Торжественные звуки Мендельсона прозвучали сегодня впервые в стенах Кремля. Теперь провести свадебную церемонию можно на открытых площадках Кремля и даже в музеях. Влияет ли место регистрации на семейное счастье, узнала Алина Мингалиева. Все
Осман Куртасанович передает невесту жениху. Единогласное «да» под марш Мелисону узами брака сочетали сегодня теперь уже семья Сиркиных. После 7 лет серьезных отношений решили поставить точку штампом в паспорте. Я считаю, что уважение является основой, и союз моей Абики с Кривобаевым научил меня, что самое главное – уважать друг друга и верить друг в друга. И все будет хорошо. На торжественной площадке свидетели самые близкие, родные и друзья. Именно они их и познакомили. В свою очередь молодожены выбрали свободный стиль, минимальный декор. Конечно, в тренде остаются эксперименты. Например, свадьба в Кремле стоимостью 10 тысяч. Президентцы Кремля теперь исполняются желания. Сегодня здесь впервые зарегистрировали брак. И эта пара официально открыла церемонию свадьбы. Пара может подойти к нам и выбрать место, где вид им больше понравится. Потому что у нас очень красивые площадки есть. И это и Пушечный двор, и площадка за Благовещенским собором, и, может быть, Спасо-Преображенский монастырь тоже кому-то понравится. То есть мы можем, в принципе, людям предложить на выбор самим площадки. Связать семью узами брака готовы уже многие, тем более в исторических декорациях Кремля. А вот станет ли место определяющим для сохранения отношений и станет ли доброй традицией сочетаться именно здесь, станет понятно в ближайшие годы. Алина Мингалеева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. И не только марш Мендельсона сегодня можно услышать в Кремле. Здесь вместе с Ольгой Скепнер выступает известное трио пианиста и композитора Евгения Барца. Международный фестиваль джаза в этом году переехал в самое достопримечательное место Казани. Вот уже около часа джазом наслаждается моя коллега Лина Зинатуллина. Лина, кто сегодня отвечает за культурную программу и что звучит для казанских ценителей джаза? Песенку из времен Великой депрессии. Добрый вечер, Лейсан. На сцене прямо сейчас главная звезда вечера – пианист и композитор Евгений Борец. В джазе он с 80-х годов и, конечно, на фестивале не новичок, а вот в Пушечном дворе Казанского Кремля играет впервые. Его впечатления мы уже успели узнать, как и то, чем музыканты сегодня удивляют казанцев. Уют сохранилось чувство музыкального салона. Представим 3 коллектива. Это мое трио, это Костя Гивандян со своей спецификой. И, конечно, наша звезда из Европы Диана Поленова, которая будет петь музыку, не похожую ни на кого. Постараемся делать разнообразно, негромко и душевно. Ну и, собственно, весь этот джаз предлагаю вам послушать прямо сейчас. Cause I ain't never there where the wind goes when I take my trip. I'm a rowdy down in that sweet. She's that high-hat baby chick. So I ain't never there where the wind goes when I take my trip. Фестиваль на этом, конечно же, не кончается. Уже через неделю высший пилотаж традиционного джазового вокала покажет казанцам гостья с родины джаза, американка Шерон Кларк. На этом у меня все, Лейсан. Спасибо, Лина. Это была Лина Зинатуллина из Казанского Кремля с фестиваля джаза. И на такой музыкальной ноте мы заканчиваем наш вечерний выпуск. Впереди еще спорт и погода. Увидимся в 21:30. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». Побей рекорд по выгоде. Бери Nissan по себестоимости. Скидка 200 тысяч не предел. Узнай подробности в автоцентре «Марка». Звони 4 5 3 единицы. Вот такой должна быть пешеходная улица. А вот такой должна быть газета городских новостей. Газета «Город». Вот такой должна быть газета городских новостей. Сатуда Пятигорскидан шашкы мутон кундуз туннары. Искы туныңны китер, яңасына ташлама ал. Акция 8 августтан 13-на кадәр кичектиреп түләү. Сәйдәш мәдәният йорты. В Мебельграде большая сезонная распродажа. Весь август скидки на 100% мебели. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Большой баскетбол в Казани. С 11 по 13 августа. Международный
международный турнир по баскетболу среди национальных мужских сборных команд России, Германии, Венгрии, Исландии. Баскетбол, вход свободный. Приходи, поддержи наших. Жми на газ! Возьми «Ладу» сейчас! Автоцентр «Парус» объявляет о старте госпрограмм. Первый автомобиль и семейный автомобиль. Льготный автокредит без первоначального взноса. Автоцентр «Парус». Либридерм, сирацин, Bulg'ar radiosi konsertlar сезонын ocha 30 avgust Piramidada Zur bayram konserti. Estradamizning yoqti yulduzlari Hamduna Temirg'aliyeva, Venera Ganiyeva, Rasim Nizamov, Rezida Sharafiyeva, Rustam Zakirov, Anvar Nurg'aliyev, Rayaz Fasihov, Marcel Wag'izov, Zufar Xayriddinov, Rishad Tuxvatulin, Sirina Zayniddinova, Filiz Qahirov ham boshqalar. Maxsus qonaqlar Alberto Sadulin, Renat Ibrahimov ham Ilmira Kalimullina. Bayram kechini yaqinlaringiz bilan ko'ngilli o'tkazishga tilasangiz, Bulg'ar radiosi konsertini rahim etingiz. Boshlana 18 soatda. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Упустили победу в дополнительное время. Футболисты Рубина в меньшинстве едва не переиграли московский «Локомотив». В первом тайме командам не удалось открыть счет, хотя несколько голевых моментов подопечные Курбана Бердыева упустили. А в концовке первой половины игры произошла потасовка, в результате которой сразу 3 футболиста получили предупреждение. Одним из них был Жонатас, который в начале второго тайма оттолкнул соперника и был удален с поля за вторую желтую карточку. К другим темам. Контракт между хоккейным клубом «Акбарс» и нападающим Данисом Зариповым расторгнут по взаимному согласию сторон. Об этом сообщил официальный сайт клуба. А хоккеисты «Акбарса» вернулись из предсезонного турнира в Нижнем Новгороде. Там ребята провели 5 матчей, в которых одержали 4 победы. Сегодня команда провела открытую для журналистов тренировку, первую в обновленном составе. Новички уже успели привыкнуть к новому коллективу. «Акбарс» усилился во всех позициях. В нападении пока не хватает Владимира Ткачева и Станислава Галиева. Оба хоккеиста были заявлены в олимпийском составе сборной России. Команда накануне выиграла турнир в Сочи. Дальше ребята присоединятся к основному составу. 13 августа казанцы стартуют на турнире латвийских железных дорог в Риге, после чего команду ждет начало юбилейного сезона КХЛ. В этом году казанцы стартуют домашним поединком против Куньлуня 24 августа в Татнефть-арене. Это всего лишь тренировки, я думаю, игры покажут, и наверняка нужно какое-то время для взаимопонимания, и просто стараемся общаться друг с другом и разговаривать. Сегодня утром в Казань прилетела сборная России по баскетболу. Здесь она примет участие в международном товарищеском турнире среди мужских команд. Вместе с игроками в столицу Татарстана прилетел тренерский штаб во главе с Сергеем Базаревичем. Спортсменов угостили караваем солью и национальным татарским блюдом чак-чак. В составе российской команды центровой Тимофей Мозгов, первый российский чемпион НБА, а также обладатель бронзовых медалей чемпионата Европы и Олимпийских игр. Несмотря на опасения болельщиков, Андрей Зубков смог восстановиться после травмы и прилетел в Казань на матче товарищеского турнира. Напомним, что с 11 по 13 августа в Казанском баскет-холле пройдут матчи международных стартов по баскетболу среди мужских команд. Соперниками российской национальной дружины станут сборные Венгрии, Германии и Исландии. Вход на матчи будет свободным. Нужно совершенствовать игру, пока она была недалекой от идеальной. А выбор соперников, те, кто согласился приехать в Россию и в Казань в частности, те и приехали. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания.